Здравствуйте, вы смотрите «Заман». Сегодня пятница, 13 ноября, 625-й день аннексии Крыма. 43 человека погибло, 240 ранено. В Бейруте произошел теракт. По данным полиции, взрыва было 2 с интервалом в 7 минут. Ответственность за теракт в пригороде ливанской столицы взяла на себя организация ИГИЛ. По информации очевидцев, террористы приехали на мопедах под видом курьеров и поэтому не привлекли к себе внимания. Мы не сразу поняли, что произошло. Выглянули на улицу, люди бежали в панике. Они не знали, что делать, и метались в поисках спасения. Наши клиенты спешно покинули заведение, улица быстро опустела. И вот минут через 5 раздался второй взрыв. Эти жестокие безумцы специально выжидали, пока люди вновь соберутся, чтобы помочь пострадавшим. И рванули снова. Здесь только жилые дома, магазины и закусочные. Исламское государство пригрозило, что вскоре начнет проливать кровь в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт, где было выложено видео с заявлением представителей ИГИЛ. Однако власти Российской Федерации заявили, что не будут реагировать, пока не удостоверится, что видео настоящее. Ришат Аметов станет народным героем Украины. Церемония награждения состоится 18 ноября на Чонгаре. Об этом сообщил на своей странице Facebook Андрей Клименко, главный редактор интернет-издания Black Sea News. Ришата Аметова наградят орденом посмертно. Крымский татарин был похищен с площади Ленина у здания Совмина Крыма за то, что проводил одиночный пикет против российской оккупации. Его нашли мертвым 15 марта прошлого года. Верховный суд Крыма отклонил апелляцию Мустафы Дегерменджи и оставил его под стражей. Адвокат Александр Солодков попросил освободить Дегерменджи, обосновав жалобу завершением следствия. Однако суд отклонил жалобу. Адвокат Солодков предположил, что 17 ноября суд первой инстанции продлит срок ареста Мустафы Дегерменджи, который заканчивается 19 ноября. Ранее отец политзаключенного Бекир Дегерменджи сообщал, сыну предлагали дать показания против заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чайгоза в обмен на свободу. По словам родителей, Мустафа отказался давать ложные показания. Он не так воспитан, чтобы брать то, что не совершал. И это на протяжении всего следствия это длилось. Все время ему говорили, признаешься, будешь сотрудничать со следствием, мы тебе условно дадим. Это открытым текстом говорилось ему. Я горжусь своим братом. И не только им, я горжусь тем же Ахтем Ага, этим парнем Али, за их вот этот непокоренный дух, будем так говорить, да, что они вот такие, что они не сдаются, они не изменяют своим принципам. Полиция ходит в гости к крымско-татарским активистам. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook координатор Комитета по защите прав крымских татар Эскендер Бариев. Российские следователи приходят в дома крымских татар под разными предлогами, собирают информацию, в частности, записывают данные активистов о месте их рождения, о работе до переезда в Крым, дату переезда и занятия в данный момент. С сегодняшнего дня Украина прекратила импорт электроэнергии из России. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании «Укрэнерго». Теперь потребности Украины в электроэнергии обеспечиваются за счет собственных мощностей. Это связано с включением третьего энергоблока Ровенской атомной электростанции. Ранее именно необходимостью импорта электричества из России объясняли поставки энергии из Херсона в Крым. Но энергетической блокаде оккупантов украинское правительство участвовать пока не готово. Киев будет дальше поставлять электроэнергию в Крым. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, отвечая на вопрос председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Пане міністре, завершується угода, яка підписана вами у грудні з Росією. Ви знову маєте намір підписати угоду, щоб постачати електроенергію окупантам в той час, коли десятки кримських татар в застінках ФСБ. Рішення по поставці електроенергії в Крим – це було рішення Кабінету міністрів. Я ще раз буду в цьому році виносити на продовження цього договору. Тому що я переконаний, що для того, щоб повернути цю територію в Україну, ми повинні з людьми, звичайними людьми, які там проживають, відноситись адекватно. Чому? Тому що всі ті, про кого ви говорите, в них є свої генератори. Вони не будуть ніяким чином залежати від того, чи ми поставляємо, чи не поставляємо. А люди в лікарнях, які на підтримці, які в ліфтах будуть, вони всі мають генератори.
от ці військові генератори, гарнітури, про які ви говорите, а звичайні люди будуть терпіти. Тому до тих пір, поки не буде прийняте політичне рішення, ми будемо виконувати свої зобов'язання. Дякую. Получить за 24 часа свидетельство о рождении или смерти жителям оккупированных территорий. Такую поправку в законопроект подает Минюст. Сейчас, чтобы получить свидетельство, нужно обратиться в суд на материковой Украине. Ждать решения нужно больше недели. И это в лучшем случае, говорят юристы. Вот в этом и проблема, что на сегодняшний день это тупиковая ситуация, когда миллионы жителей и граждан Украины, которые на сегодня на неподконтрольных Украине территориях, не могут зарегистрировать факты рождения и смерти. Вот мы предлагаем внести ряд изменений в закон об оккупированных территориях, в частности, это что касается Крыма, и в ряд законов возможная госрегистрация актов гражданского состояния, которые бы позволяли, не признавая этих документов, все же гражданам, нашим гражданам регистрировать такие акты и получать надлежащие документы украинского образца согласно адміністративній процедурі на території материкової України в будь-якому РАКСі. Такий спосіб, щоб люди приходили в РАКСи і отримали напряму ці свідоцтва. Наразі це неможливо, тому що ми не визнаємо документи, видані окупаційними владами в Криму чи так званими ДНР-ЛНР. Але в міжнародному праві передбачений виняток саме для свідоцтв про народження та смерть. В Севастополе группа молодчиков грабит людей у банкоматов. В последнее время у некоторых терминалов стоят подростки с масками на лицах. Когда люди снимают деньги, злоумышленники нападают на них и отбирают деньги. Один из таких случаев зафиксировал авторегистратор. Помогите! Убивай, пожалуйста! Кого? Под колесами погиб. Нет, хочешь, что ли? Что случилось? Я снял деньги с банкомата. Они меня, походу, один там же был. Я иду, мне сзади по голове. В Красноперекопске появится соборная мечеть. Открытие планируют весной следующего года. Сейчас строительство самого помещения завершилось. Рабочие выполняют внутренние работы, позже они будут заниматься благоустройством двора. В августе соборную мечеть украсили минаретом, высота которого составила 36 метров. Мечеть будет вмещать более 350 человек. При ней планируют организовать курсы по изучению основ ислама, чтения Корана и других религиозных предметов для детей и взрослых. Депортированным народам облегчат получение российского гражданства. Такой законопроект одобрила комиссия правительства России. Документ вносит поправки о правовом статусе иностранных граждан в России. Этот документ дает право депортированным в 1944 году крымским татарам, армянам, грекам, болгарам, немцам или их родственникам легализироваться в Российской Федерации на основании справки о реабилитации, которую можно получить в МВД или прокуратуре. Действие закона распространяется на детей, внуков, братьев, сестер, родителей или усыновителей, супругов, бабушек и дедушек депортированных. Сегодня 58-й день гражданской блокады Крыма. Как проходит акция, расскажет наш корреспондент Кульсум Халилова. В штабе гражданской блокады Крыма было принято решение пропустить фуру на материковую часть Украины, которая уже больше месяца стоит в нейтральной зоне между двумя пропускными пунктами на административной границе с Крымом. По словам водителя, заезжал он туда до блокады, российская сторона его в Крым не пропустила, а в связи с акцией обратно выехать не мог. Границу мы пересекли 18.09.2015 года. Ехали мы в сторону Крыма. Везли мы продукцию, ну там такой шиповник, чай, ну такой к чаю там, все. И получается, что нас украинская сторона пропустила, мы проехали, а в Крыму россияне нас вернули назад. Те не пускать, потому что груз не затаможенный, а сюда выехать не можем, потому что не выпускают, потому что началась акция блокада. Активисты проверили документы и пропустили. Ця фура пересекла адміністративний кордон з Кримом до початку блокади і застрягла цього часу в нейтральній зоні, оскільки в них були проблеми з російською митницею. Оскільки зараз йде блокада, власник вантажу анулював усі документи і хоче повернути свій вантаж до України.
Штаб гражданской блокады Крыма расширяется. Участники акции оборудуют территорию, утепляют палатки к зиме. Поддержать активистов приезжают жители соседних сел. Недавно сюда привезли баранов. Приехал на гражданскую блокаду, подвозю всегда сюда барашечек. Понимаю своих всех и передаю своим всем, и русским, и татарам, чтобы помогали на блокаде. С любовью иду сюда, чтобы забрать свою родину Крым. В целом на пропускных пунктах Чангар, Каланчак и Чаплынка все спокойно, провокаций нет, машины проверяют и пропускают. Гульсум Халилова, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Крымчанин представит Европу на международном конкурсе пловцов. Андрей Говоров поедет в Индианаполис, который находится в США. Он примет участие в соревнованиях под названием «Дуэль в бассейне». Андрей родился в Севастополе. В свои 23 года он мастер спорта международного класса. Многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Двукратный чемпион первых юношеских Олимпийских игр. Имеет орден за заслуги 3-й степени. Одесский Ильичевск станет Черноморском. Такое название города поддержали 348 участников общественных слушаний. Решение об изменении названия принято в рамках декоммунизации. Среди вариантов нового названия города были Европейская, Пальмира, Порто-Франко, Приморск, Святослав, Гелиос и Саус-Парк. Новое название еще должен утвердить Горсовет Ильичевска и Верховная Рада Украины. В Киеве открыли фотовыставку «Лицо переселенца». Фотовыставка посвящена семьям, которые вынуждены были покинуть свои дома в Крыму и Донбассе. В открытии приняли участие министр по вопросам международного развития Великобритании Десмонд Свейн, посол Великобритании в Украине Джудит Гофф и вице-премьер Геннадий Зубко. Согласно данным ООН, число внутренне перемещенных лиц в Украине составляет почти 1,5 миллиона человек. Во Львове состоится вечер крымско-татарской традиционной музыки. Мероприятие состоится завтра в арт-кафе «Дзыга». В нем примут участие композитор Джемиль Кариков и певица Афизе Касара. Вечер пройдет в формате концерта и лекции мастер-класса. Организаторами выступили государственное предприятие «Крымский дом» в Киеве, Крымско-татарский культурный центр и Крымский дом во Львове. Художественная организация «Дзыга». Сегодня лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву 72. На официальной странице Facebook указано, что, несмотря на праздник, уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев находится с рабочим визитом в городе Мерсин, где проходит первая международная туристическая выставка «Саммит городов-побратимов». В первую очередь, то же самое, что крымско-татарский флаг для нас. Это он лидер. Мы за ним как за каменной стеной. Знаем, что он нас никогда не подведет, и мы его никогда не подведем. И вместе с ним, даст Аллах, мы вернем Крым. Лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву тричі! Слава! 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 Ворогам української нації тричі! Смерть! 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 Это все новости на этот час. Больше смотрите в следующем выпуске. Оставайтесь на АТР.